Люди, откуда у вас вот эта мания, не знаю, мания преследования? Мне кажется, это вот какие-то, наверное, совковые пережитки. Искать везде какого-то крайнего, блядь. Виноваты все кругом. Какие-то, блин, теории заговора, пятые колонны, блин. Таджики, узбеки, индусы. Что они вам плохого сделали? Я не понимаю. Они работают здесь уже давным-давно. Как вы этого понять не можете? Те же турки, почему вы про них молчите? У нас в Балтике есть целая колонна турецкая. Ничего страшного. И зарплату они получают такую же. Ехали вон на каденцию, мне писали подписчики с нашей фирмы. Ехали на каденцию, везли чернокожего парня с какой-то африканской страны. Я не помню, с какой сейчас они там набирают людей. У него спросили, какой у тебя старт по зарплате, он сказал 75. На тот момент у всех был 75. С чего вы решили, что они вам демпингуют этот рынок? Говорит, постоянно. Вы меня извините, когда-то были фирмы, в которых работали только поляки. К ним пришли белорусы. Поляки начали говорить, вот долбанные бульбаши сбили всю зарплату. Потом пришли украинцы, начали уже говорить на украинцев. Сейчас уже нашли, блядь, азиатов крайними сделали. А вы не думаете, что, возможно, крайние сидят в самой Литве? В кабинетах. У директора, у начальников, там, колонн, у прочих, в бухгалтерии. Экономисты какие-нибудь всякие. Мне кажется, скорее всего, там собака зарыта, чем в таких же коллегах, как и мы. Да, они там с другой стороны. А как вы думаете, как на нас европейцы смотрят? Подумайте об этом. Не надо искать крайних. Надо, если, как я, допустим, мое мнение, как я считаю. Если ты нормальный, квалифицированный водитель, если у тебя хорошие навыки вождения, у тебя все документы, ты адекватный, нормальный человек и водитель, тебе конкуренции, здоровой конкуренции не стоит бояться вообще. Если ты ленивая задница, которая не знает своей работы, не знает вообще ничего, а знает только, где ближайший Lidl, и взять пузырь по скидке, тогда да, тогда тебе стоит бояться конкуренции, особенно с азиатами. Всего лишь мое скромное мнение, ничего больше.